Итак, насколько все же объективны данные о загрязнении воздуха в Бишкеке и какие реальные меры уже принимаются? На эти и другие темы мы поговорим в прямом эфире с заместителем министра природных ресурсов, экологии и технадзора Асель Раймкуловой. Она с нами на прямой связи. Добрый день, Асель Кадырджановна. Рада, что вы с нами. Ну, скажите, насколько текущая статистика по качеству воздуха все же отражает реальную картину? То есть стоит ли нам, кыргызстанцам, верить показателям, которые отражают вот эти мобильные приложения? Добрый день, Светлана. В Кыргызстане, особенно в городе Бишкек, проблема загрязнения воздуха, она актуальна, особенно зимой, из-за отопления углем, температурных инверсий. И официальные данные и показатели мобильных приложений, таких как, например, IQR, часто используются для оценки, но их надежность вызывает вопросы, так как в соответствии с законом Кыргызской Республики об обеспечении единства измерений, все средства измерений, применяемые в сфере госрегулирования, они должны быть утвержденного типа и внесены в государственный реестр, а также каждый год должны проходить процедуру поверки. Это в Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики. Касательно приборов, которые используются вне сферы государственного регулирования, они могут исключительно использоваться для собственных нужд. А официальными источниками данных по качеству атмосферного воздуха у нас предоставляет государственный орган, как Кыргызгидромет. Жители граждане могут ознакомиться на сайте Кыргызгидромета. И по данным Кыргызгидромета, в декабре 2025 года они установили 50 современных датчиков качества воздуха. Они размещены в разных районах города. Это позволит существенно усилить наблюдение и получать данные в сфере, в режиме, то есть реального времени. В настоящее время на официальном сайте Кыргызгидромета они хотят эти данные датчиков интегрировать на сайте Кыргызгидромета. Ну вот смог ощущается не только в Бишкеке, надо признать, но и если говорить об областях, о регионах в частности, то и в южной столице вашей тоже есть эта проблема. Вот у министерства есть ли какая-то определенная такая общая национальная стратегия по качеству воздуха? Или все-таки каждый город решает эту проблему по-разному и сам по себе? На сегодняшний день смог действительно ощущается не только в Бишкеке, но и в городе Ош, а также в больших городах, как Манас. Специального отдельной национальной стратегии исключительно по качеству атмосферного воздуха по всей стране на сегодняшний день едино утвержденного документа нет, но, однако, приняты ряд стратегических и важных документов, как концепция экологической безопасности до 2040 года, как концепция по достижению углеродной нейтральности до 2050 года, программа развития до 2030 года, где предусмотрены планы работ, касающиеся вопросов охраны атмосферного воздуха. Также есть ряд важных рамочных и координирующих механизмов. На сегодняшний день работает межведомственная комиссия по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике. Она создана распоряжением Кабинета министров, и ее возглавляет министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мидер Асанович Машиев, а также сопредседателем является, зампредседателем является вице-мэр города Бишкек. Комиссия, она координирует меры по снижению загрязнения воздуха. Но на сегодняшний день министерством ведется работа по разработке национального плана по управлению качеством воздуха, то есть рассматривается вопрос.
Асель Кадырджановна, вот последний мой вопрос. Сейчас, пока вы говорили, наши зрители могли вместе с вами видеть кадры. И на кадрах все-таки смог есть. И достаточно, я бы даже сказала, густой. Да, вы сейчас говорите о датчиках, которые официально, то есть передают информацию через гидромет. Но вот все-таки скажите, когда уже наконец, безусловно, не будем отрицать, что ситуация со смогом по сравнению там, с тем же 22 годом заметно улучшилась, но все-таки скажите, когда уже, наконец, вот бишкекчане уже своими легкими, наконец-то, смогут почувствовать, что качество воздуха в Бишкеке действительно улучшилось? На сегодняшний день уже один из самых заметных уже реализованных шагов это у нас ведется работа по масштабной газификации частного сектора. Да. С льготными условиями. С апреля 2025 года распоряжением Кабмина жителям и города Бишкек, и Чуйской области, Эльдик банкам и Аил банкам предоставляются льготный кредит по 3% годовых. Ранее это была ставка под 8%. Благодаря этому к газу подключились на сегодняшний день более 51 тысячи домохозяйств по городу Бишкек. И необходимо отметить, что в результате потребления угля сократилось примерно на 10 тысяч тонн в отопительный сезон. Также дополнительно у нас проводится работа по запрету на ввоз, продажу, хранение и использование мелкофракционного угля. Это по городу Бишкек и Чуйской области. Именно такой уголь дает наиболее большое количество вредных веществ при его сжигании. Также на сегодняшний день стимулируется переход на экологически чистый транспорт. Как вам известно, в результате этой работы прибыло более 1400 экологических автобусов и 120 электробусов. Вы знаете, что каждый новый автобус заменяет в среднем 4 дизельных автобуса, что сократилось потребление дизельного топлива в городе примерно на 100 тонн в день. Да, спасибо большое, Асель Кадырджановна. Да, к сожалению, мы ограничены во времени. Я знаю, у вас сейчас будет более расширенное интервью с нашим корреспондентом Кундуз Кадатаевой. Мы благодарим вас. Я напомню, что на связи с нами была заместитель министра природных ресурсов, экологии и технадзора Асель Раймкулова. А мы продолжаем и теперь к мировым новостям.